Добрый день, многоуважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем передачу «Беседы о православной вере». Подобная передача первая в наступившем году. И естественно, что мы начинаем ее с праздника Рождества Христова. Праздник этот имеет очень древнюю и удивительную историю. Православные христиане начали праздновать его со II века. Праздник отмечается 25 декабря по старому стилю и 7 января по новому стилю. Что же вспоминается в этот радостный и торжественный день? Более 2000 лет назад в далекой Палестине святое семейство во главе с Иосифом, Пресвятой Богородицей Марией направилось в древний город Вифлеем, поскольку в этот период вышел указ кесаря Августа по всей Римской империи для проведения переписи. Поскольку праведный Иосиф происходил из царствующего рода царя Давида, он должен был отправиться в свой родной город Вифлеем и там пройти должную перепись. Святое семейство прибыло в этот город, но во всем городе не нашлось места для ночлега, и Пресвятая Богородица, в данный момент находящаяся на самых последних сроках перед рождением Спасителя мира, должна была отправиться в горнюю пещеру. Мы, конечно, можем задаться вопросом, как произошло то, что на территории большого города не нашлось жилища для женщины, которая ожидала родить ребенка. Вопрос этот имеет два ответа. Первый заключается в том, что Палестина находилась под властью ненавистной ей Римской империи. И всю страну будоражили партизанские вылазки так называемой партии зелотов, которая всячески противилась влиянию римлян. Поскольку указ о переписи был издан римским императором, партия зелотов, которой в то время принадлежал и дальнейшим апостол и просветитель Абхазии Симон Канонит, называемый также Зелот, всячески противодействовала данному делу. И естественно, что во всем городе никто не хотел противостоять этой партии ревнителей и патриотов, и поэтому люди, приехавшие на перепись, особого радушия и приюта в данном городе не встречали. Но есть и другой смысл данного события. Ведь Рождество – это пришествие в мир Бога. Бог приходит в этот мир, воплощается, облекается плотью для того, чтобы спасти человека. Или, как говорит святой Климент Александрийский, Бог становится человеком для того, чтобы человек смог стать Богом. И приходит он в этот мир не в царской ризе, не во всей своей славе, не во всем своем могуществе. Он приходит в этот мир в образе сына плотника. Господь рождается в горней пещере, в которой пастухи закрывали и укрывали свой домашний скот в зимний период. Конечно, температура в Палестине намного теплее, чем на севере, но тем не менее она также ощутима. И вот в этой пещере святое семейство находит в себе приют. В яслях, в которых держали корм для крупного и мелкого рогатого скота, рождается младенец. Иконография Западной Церкви рисует нам осленка и вола, которые своим дыханием в этот зимний день согревали Спасителя. Зададимся вопросом, в чем смысл этого торжества, в чем смысл данного праздника. Рождение Спасителя происходит тихо, скромно и спокойно. Первыми о нем узнают пастухи, которые пасли свой скот на пастбищах Иудеи.
Они увидели явление ангелов, которые возвестили им благую весть. И первыми, кто подошел и поклонился, и воздал должную хвалу родившемуся Спасителю, были самые простые, обычные пастухи. Вслед за ними пришли мудрецы с Востока. Языческий мир в лице персидских мудрецов или волхвов, которые всю свою жизнь отдавали для изучения небесных светил, математики и развития наук, также пришел поклониться. Поклонение это очень знаменательно. Святитель Иоанн Златоуст называет это поклонение языческой неплодящей церкви. Действительно, ведь язычество не могло спасти человека ни от греха, ни от проклятия, ни от смерти. Здесь же мы видим, что мудрецы, представители знатных и благородных семей, а древнее предание повествует о том, что они были из царствующих родов Персии, пришли поклониться и воздать должную хвалу Спасителю. Они принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Золото как царю, поскольку родившийся Спаситель был из давно потерявшего свою власть, но все же царствующего дома Давида. Ладан как Богу, поскольку ладан использовался в богослужении при воскурении фимиама кадильного дыма. И, наконец, смирну как человеку, которому надлежит пострадать и умереть, потому что, согласно древневосточным традициям, тело бальзамировали смирной перед погребением. Итак, поклонение это было глубоко символичным. С одной стороны, это поклонение пастухов, простых людей, которые восклицали «Слава Вышних Богу!», и с другой стороны, поклонение сильных мира сего в лице персидских мудрецов, которые возглашали и на земле мир, в человецах благоволение. И он действительно принес на землю мир. Удивительно, задумаемся над тем, что это простое событие, малозначащее для древних историков, светских историков, происшедшее в далекой Палестине, в корне изменило мир. Святая Православная Церковь для определения таинства Боговоплощения использует один простой термин – кенозис, то есть умоление. Господь умоляет себя для того, чтобы возвеличить человека. И поэтому это умоление является примером на сегодняшний момент для всех нас. Итак, человек, полагаясь на страсти собственной души, пытается покорить целый мир. Конечно, все это заканчивается весьма плачевно. Господь же, который является миродержатель, приходит в этот мир во всей своей простоте, и во всей своей простоте и смирении, доброте и любви покоряет этот мир своей святой, соборной и апостольской церкви. Он действительно приносит на эту землю мир. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что страсти, похоти, грех, проклятие, все эти бедствия улеглись и успокоились в человеческой душе, подобно тому, как множество говорливых птиц успокаивается, когда видит в небе приближающегося орла. Итак, Рождество Христово – это один из величайших праздников, который по своей торжественности уступает только лишь Святой Пасхе. И сегодня мне хотелось бы пожелать нашим дорогим телезрителям, чтобы в этот святой вечер в душе каждого из нас родился Христос, младенец, который успокоит наши страсти, младенец, который принесет мир в наши души, младенец, который объединит нас всех своей любовью. С праздником во всех Рождества Христова! И сегодня в церквах пропевается гимн «Слава Вышних Богу», и мы славословим Всевышнего в наших храмах. Возвращаясь же домой, к семейным очагам, приносим мир и благоволение всем нашим родным и близким. С праздником вас Рождества Христова!